Мы сегодня все вместе дружно поехали в Тукаевский район. Форума предпринимателей татарских сел Всемирного конгресса татар. Детского сада с детьми разговаривать, кто были ваши бабушки, а вы спросите у бабушек, кто были их бабушки, кем они были по профессии. И с детьми с детского сада ходить по деревне, в лес, по лугам и спрашивать, кому нужна наша земля, что будет с ней через 50 лет, ребята. Вот, давайте мы свой талант, свое умение применим у себя на родине. Вот, кому мы нужны, это наша с вами земля. Что такое Тукаевский район? Это город Набережные Челны, и вокруг него находится Тукаевский район отдельно от города. 55 тысяч населения, но летом это население достигает 100 тысяч, потому что очень много СНТ, очень много там люди приезжают, дачи, Набережные Челны, Нижнекамск, близлежащие города. И вот что нам бросилось в глаза и о чем хочется рассказать. Это люди, это труженики. По экономическим показателям, по многим, этот район Тукаевский по сельскому хозяйству занимает 4-е место среди наших всех районов Татарстана. Там собирают автобусы, занимаются сельским хозяйством. Но главный акцент – птицеводство, животноводство. И нам эта тема Тукаевского района, она очень близка. Потому что из первого источника нам Фикрат Ахметжанович рассказывал, как он формировался, этот район, как он организовывался, и какие были препятствия, и были деструктивные силы, которые настаивали, чтобы вот эти огромные 55 деревень, которые в основе лежат Тукаевского района, чтобы они переехали в Челны, чтобы они вошли в состав заводов, на стройку. Костьми лег Фикрат Ахметжанович. Он отстаивал, ему грозили выговором за это. Это была долгая такая борьба в течение 2 лет. И потом появился такой новый, молодой, энергичный, такой, значит, глава города, глава горкома. Это Беляев Райский Ямыч. И вот они вдвоем на пленуме ЦК отстаивали эту точку зрения. У нас будет город, 600 тысяч населения. Как его кормить? Где брать картошку для них? Где брать для них овощи, птицеводство, другие? И тогда было решение заложить вокруг набережных Челнов в Тукаевском районе кормовую базу прежде всего и заложить вот эти вот 5 птицеводческих хозяйств, комплекс КРСа. И вот это все было по настоянию Фикрата Ахметжановича Табеева. Он про это много рассказывал, он очень близко это все принимал. Тяжело было, говорит, очень тяжело было это отстоять. Отстоять этих людей, отстоять эти деревни. И они своим, значит, постановлением вот эти близлежащие деревни к строительству города, к КАМАЗу не привлекли. А они там создали для них рабочие места. Вот эти вот птицеводство, животноводство было создано в Тукаевском районе. Мы не знаем, что будет завтра. И вот случайно совершенно 3 года назад я там был на Сабантуе. Такого места для Сабантуя нигде нет. Такого огромного поля. Здесь развито и коневодство, были скачки. Но вот это огромное поле для Сабантуя, Майдан, там выходит сельское поселение с огромной техникой, трактора, комбайны, сеялки. Я их никогда в жизни не видел, и в нормальной жизни мы их не видим. Такие агрегаты. И вот за ними идут труженики. Они из этого Сабантуя сделали немного карнавал. Они одеваются, перевоплощаются. Они сами создают себе настроение. Там же на площадке готовили блины, бесплатно угощали чаем. И вот это вот было видно, что здесь вот этот праздник Сабантуй в Тукаевском районе, это праздник людей. Это праздник тружеников. Вот эти лица
настроение, и поэтому мы очень хотим туда еще раз как-то поехать, на этот Сабантуй, прочувствовать вот это настроение. И у нас очень вопрос такой, который давно уже назревает, то, что Фиграт Ахметжан через 2 года исполняется 100 лет. В честь его столетия мы сейчас готовим положение и будем медали, раздавать медали «Табеевец». Табеевец мы будем вручать тем людям, которые, значит, мотивированные, которые общественной работой занимаются. Поэтому вот в честь столетия Табеева у нас есть улица в Нижнекамске, есть улица в Челнах, есть в Казани, доска есть на доме, где он жил. Самое главное, в 36-й школе Нижнекамска есть музей, единственный в мире, где находятся уникальные экспонаты. Это значки Верховного Совета, это удостоверение, это стул, это стол, это картины, книги Фиграта Ахметжановича Табеева. Очень рекомендуем вам это посетить. В Тукаевском районе также есть уникальный музей, и очень было бы, как-то напрашивается вопрос в этом музее сделать уголок Фиграта Ахметжановича Табеева. Возможно, вместе с Беляевым. Да, вот, чтобы в этом уголке мы окунулись в то время, в советское время. Вот как там была машинка печатали, как там они, на какой мебели сидели, как совещания проводили. Это черно-белые фотографии. Вот очень хотелось бы такого, конечно, и, может быть, даже где-то в Тукаевском районе какой-то памятник напрашивается. Там есть памятники Тукаю и Джалилю, и очень было бы логично и продуманно, если бы был памятник Фиграта Ахметжановича Табеева, потому что его старанием, усердием, его вот этим планом грандиозным и формировался вот этот район Тукаевский, какой сегодня он есть. Был бы жив сегодня Фиграт Ахметжанович, он бы с радостью посмотрел бы на эти достижения, на эти постройки, которые там есть, на этих людей, которые там живут. Там не уменьшается население, самое главное, не уменьшаются дети в школах. Это 70% населения, татарское население. И там есть татарские школы, там есть татарский язык, татарская культура. Они это все сохраняют. Вот у нас был концерт, полностью введение и концерт на татарском языке. И на концерте принимали участие основные, это дети. И это очень важно. Вот эти дети плясали, танцевали, выставку сделали нам. Поэтому такое очень позитивное отношение и хорошее впечатление осталось от приема, от людей, от настроения посещения этого Тукаевского района.